Подъем заболеваемости вирусными инфекциями кишечного тракта фиксируется ежегодно, в конце июля и весь август включительно. По всем курортам Черного моря вспышки отмечаются не только в Абхазии и России, но и в Турции и Болгарии, что связано с большим скоплением людей. Конечно же, медики прикладывают все усилия, чтобы помочь заболевшим. Каждый день в Сухумскую инфекционную больницу поступает около 130 человек. Ну, сейчас же у нас море теплое, это практически бульон для всяких бактерий. Вот наглоталась, проблемка. Ночь рвоты, вот утром приехали сюда. То есть вы точно знали, что это море, да? Да, однозначно. Мы тут не первый год живем, мы уже, в принципе, это все уже неоднократно проходили. В случае чего мы всегда едем сюда, и нам всегда помощь оказывают. Ну, пока нам еще назначение еще заключительное не сделали, нас пока что еще только прокапали. Это физраствор, как обычно, противорвотное, противоспазмолическое. Ну, знаете, плохо бы принимали, мы бы сюда бы и не рвались бы. У нас тут к врачам никаких претензий здесь нету. Девчонки работают в полную силу. Качество нас тут очень даже все устраивает. По сравнению с прошлым годом ситуация немного улучшилась, однако по-прежнему в основном заболеваемости подвержены дети. По панели определений идет сальмонелла, шигелла, возбудитель дизентерии, кампилобактер, то есть 3 бактерии, и аденовирус, норовирус, ротавирус и астровирус, 4 вируса. В основном очень много аденовирусной инфекции. Но они все, норовирусные инфекции, они все сходны по своему течению. В принципе, аналогичное лечение имеют вирусные инфекции. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба ни разу не выделила ротавирус из морской воды. Проверки проводятся еженедельно по городу Сухумы с разной периодичностью по другим городам. Один случай был выявлен в Гудауте. Важно помнить, что в такой зоне нельзя находиться на солнце. Это может весьма негативно сказаться на здоровье. Также зачастую симптоматика у перегрева и ротавируса похожи. Также не рекомендуется давать детям непривычную пищу. Еще одна из причин химическая. В Абхазии в этом году при холодном лете рано появились арбузы и дыни. Они могут содержать в себе повышенное количество нитратов, отравление которыми может привести к схожей с ротавирусом симптоматике. Узнать, что это ротавирус, можно только путем лабораторного исследования, потому что симптоматика у большинства кишечных инфекций, почему они объединены в группу острых кишечных инфекций, потому что у них общая симптоматика. Это подъем температуры тела, это диарея и, возможно, рвота. Может быть, может не быть. В этом году в основном встречаются норо- и ротавирус, особенно опасные для детей до 3 лет. Именно поэтому в нашей стране практикуется вакцинация от этой инфекции. Что касается более старших, там 10-15 взрослые, то, в принципе, это не требует специфического лечения. Диета, обильное питье, и в течение 3 дней состояние нормализуется. Но, тем не менее, сами люди не могут определить, что с ними, поэтому необходимо обратиться к врачу, который назначит необходимую терапию. Чтобы защититься от ротавируса, специалисты рекомендуют соблюдать элементарные санитарно-гигиенические правила, принимать в пищу только свежую еду и пить кипяченую воду. Для того, чтобы защититься от ротавируса, необходимо тщательно и часто мыть руки, мыть пищу, дезинфицировать поверхность, дезинфицировать игрушки. Все эти правила и не только необходимы для того, чтобы защитить здоровье и, конечно же, не испортить отпуск в летний период. Аэлита Арутюнян, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.